Повысить эффективность на производстве можно не только путем техперевооружения, но и личной заинтересованностью каждого сотрудника. Так решили в Алмаздортрансе. Главный наземный перевозчик «Алроса» вводит новую систему оплаты труда. Какой она будет, узнавала Олеся Васева. В феврале в Алмаздортрансе получат зарплату по-новому. Теперь работник может повлиять на ее размер. Разработана целая система премирования для тех, кто готов выполнять больший объем работы в течение трудового дня. 1 января мы изменили систему оплаты труда, как для работников, для водителей транзитного транспорта, так и для работников станции «Вольво». По сути, раздельная система оплаты труда. В следующем году мы планируем накатить эту систему оплаты труда сделанную по всем ремонтному производству, как в Ленске, так и в Мирном. И она будет, то есть зарплата человека будет зависеть от выполненных ими работ. Сдельная оплата труда – это вознаграждение сотрудников за выполнение поставленных целей. В конце месяца подсчитывают выполненную работу и оплачивают по факту выработки. А значит, повышается эффективность. Возможность увеличить зарплату стимулирует выполнять работу качественно и в срок. В Алмаздортрансе эта система приходит на смену давно устаревшей. Существующая до 2020 года система оплаты труда водителей междугородних перевозок была внедрена еще в начале 90-х годов и за неполные 30 лет претерпела много изменений и обросла большим количеством слагаемых, что, естественно, сделало ее непрозрачной, трудной в администрировании при расчете заработной платы и также непонятной водительскому составу, что мы выявили путем анкетирования и опроса, проводимого службой управления персоналом. Старая система не зависела от индивидуальной эффективности. В Алмаздортрансе решили, это в корне неправильно. Сейчас зарплату водителям начисляют, исходя из сдельной расценки за 1 километр пробега с грузом. Расценки отличаются по типу подвижного состава, по номенклатуре перевозимого груза и по виду дорог – круглогодичная или автозимник. Каждый водитель сам может рассчитать, сколько он получит за конкретный рейс. Сотрудники СТО «Вольво» также смогут повлиять на свою зарплату. Для них выбрана оплата труда с прогрессивной шкалой премирования. Она зависит от фактически выполненных норм часов индивидуально каждым работником. По нормативам, которые установлены производителем и применяются на всех официальных станциях и дилерских центрах СТО «Вольво» в соответствии с мировыми стандартами. То есть сегодня каждый работник будет сам решать, сколько он заработает. Переход на новую систему прошел без потрясений для работников. У всех сохранен уровень прежней заработной платы при достигнутой производительности. А вот увеличивать ее посредством личной эффективности или нет, будет решать каждый сотрудник сам. Олеся Васева, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край».